22 января 1904 года в Твери встречали приехавшего из Москвы нового губернатора Ширинского-Шихматова. Помолившись в Спасо-Преображенском соборе и приложившись к мощам Михаила Тверского, он приступил к работе. Правда, занимал Ширинский-Шихмат в этот пост меньше года и в конце декабря отбыл из Твери. В 1907 году в этот день в Твери был основан Рождественский рабочий кооператив. Такие организации разрешили создавать на заводах и фабриках после революции 1905 года. Правда, занимались эти кооперативы зачастую не только вопросами снабжения рабочих масс, но и прямой революционной агитацией. 22 января 1912 года в нашем городе загорелся художественный театр, который располагался в общественном саду. В это время там шел фильм под названием «Катание в Твери на Масляной». К счастью, зрители не поддались панике и обошлось без жертв. За тушением пожара наблюдали губернатор и городской голова, а руководил работами тверской полицмейстер. А в 1926 году в этот день на площади Правды в центре Твери был открыт памятник Ленину. Надо сказать, что его создатель, скульптор Сергей Меркуров, был лично знаком с вождем еще со времен эмиграции. Именно Меркуров снимал посмертную маску с Ленина. Тверской памятник Ильичу считался одним из самых удачных творений скульптора, однако до наших дней он не сохранился. Фашисты уничтожили его в дни оккупации. 26 января 1938 года в Москве в Доме актера прошел творческий отчет артистов Калининского драматического театра, во время которого наши артисты показали отрывки из спектакля «Отелло», «Мать» и «Последняя жертва». Московские театралы, среди которых были народные артисты СССР Яблочкин и Москвин, отметили возросший уровень театра. 22 января 1966 года к выполнению ответственного заказа приступили на Калининском вагоностроительном заводе. Здесь стали производить колесные пары для вагонов, которые должны были курсировать по железным дорогам Индии. И, наконец, в 1974 году, в этот день, арену Калининского цирка заняла съемочная группа нового цветного музыкального фильма «Большой аттракцион». В этой картине снимались такие известные артисты, как Вицин, Моргунов, Крамаров, а также не менее популярная Наталья Варлей.